Ассаламу алейкум, дорогие мои подписчики. Я хотела рассказать вам тоже реально про наркоз. Под наркоз человек это как это себя ведет. Мне ставили наркоз ни за что, как сейчас я вам говорю. У меня было маточное кровотечение, это по причине, это лекарство гормональные, это наименее я принимала, это было 2004-2005 год. А у меня было это миома подсадочной стенки матки, до сих пор эта миома у меня есть, и всегда я наблюдаю за этой миомой. А они это сказали, что за счет этой причины миомы мне как кровила. Они наркоз мне дали и взяли это анализы на как это онкоболезнь на ЗНО. Потом в этот момент наша это сноха, жена моего младшего брата, она за отделение, это клиника, это у нас в столице работала, она была на командировке. Я звонила, не дозвонила, что спросить, что это будет как бы до того, что я поехала, я сама только это поехала в этот роддом. Вот, потом, моя эта студентка приехала, меня это взяла, поехали в роддом у нас в городе, в столице, в Таджикистане. Потом, когда через 2 недели было, по-моему, не помню, или через неделю, через 10 дней, она приехала с этой командировкой, мы пошли взять ответ анализа. Когда мы пошли взять ответ анализа, ответ был чистый. Там никакие заболевания, как не обнаружили, это по причине воспалительный процесс какой-то там. Это. Не помню, что они сказали, ну, чистый анализ я помню. А потом мы с Санахой вышли из этой лаборатории. Она сказала: "А ты какое-нибудь лекарство принимаешь или принимала?" Я говорю: "Да, на винит я принимаю". Она говорит: "А ты вот неправильно это принимала, это навинит. Вот там по этой цифре же идет, а я с этого места первый это номер, я принимала последний номер". Это последний номер, оказывается, тоже станет это причиной кровотечения, маточного кровотечения. Она сказала, если было бы это как это умный, как, ну, врач-гинеколог, сказала бы, что это принимая, это сначала вот это я бросила бы, это должна была бросить это коробку, купить новую коробку, и при каждой того, что я поменять эту подкладку, при каждой это подкладка я должна была принять по номеру. Это вот это поменяй подкладку, принимаю первый номер, поменяю подкладку, принимаю второй номер, поменяю вот до пятой этой таблетки, если принимала бы, это кровотечение восстановило бы это. Она мне объяснила, наша эта сноха. Тебе ни за что они это ставили это наркоз, и ни за что, как это тебе как это отправили это анализы, это вот лаборатория. А вот во время под наркозом, знаете, что я сделала? Я весь этот роддом кричала азан и читала суру и молитву. Они это говорят: "Как ты громко читаешь, это азан же мужчина это кричит, как ты женщина", говорит, это кричала азан и что-то там еще читала после азан, комат еще я читала, кричала, то есть. И суру тоже, как это, криком, как я читала. И потом она подошла, говорит: "Эй, хватит, хватит". Вот рот такой, а я говорю: "Не могу рот". Вот такая открытая, я ей говорю. Я говорю: "Не могу рот это закрыть". Потом они что то массировали. Потом говорит: "Пожалуйста, пожалуйста". Я слышу, а не могу как прекратить. И кричу, и говорю, и читаю. Когда пришла к себе, они подошли ко мне и сказали: "Молодец, умничка, весь роддом слышали ваш это крик азана". Говорит: "Какой вы молодец". Говорит, весь азан, это роддом говорят: "Какая она молодец". Она не рассказывала никакие свои это истории, это как это скандалы, ссоры с кем-то. Только она кричала азан и читала это ссорой. Вот так. Подписаться и, как это, лайк не забываем, пожалуйста.